вечера остановились в гостинице. Гостиница называется Ялта. Мы же едем на море, поэтому мы в такие гостиницы останавливаемся. Такой одноместный номер. Ну, главное, что есть санузел. Все же показывают санузел, я тоже покажу. Вот. Фарфоровый трон. Металлическая ванна, раковина. Все, что в принципе нам нужно. Все по-спартански. Ну, нет ни плесени, ни разводов, ни стен. Значит, нормально уже. Чистенько, красивенько, да, в принципе. Ну, мы эту чистую идиллию быстренько. Да сейчас все уберем, ничего страшного не будет. Вот. И потихонечку. Сегодня, кстати, уже у нас 29 мая. За окном такая же непогода, как и до этого было. Сейчас выйдем снаружи, покажем. Мы в Могочи. Могочи. Бог придумал Сочи, а кто-то там Могочи. Вот это вот наш автомобиль. Даже номера не читаются сзади. Это улица Школьная, город Могоча, гостиница Ялта. Школьная 19. Ну, находится где-то там на окраине, в принципе, Могоча. По сравнению с тем, что мы видели до этого, это очень даже отлично. Ну все, мы собираемся. Выезжаем, надо заехать в аптеку, взять витаминок, заправиться и трогаться дальше в путь. Киру надо взять, не забыть. Могоча. Мясной король. Караван. Сейчас вот здесь мы покушаем. Кирюша, помаши ручкой. Подружка моя, говорит. В принципе, нормально. Еще сейчас еды принесут. Хорошо. 540 рублей. Ну да, кстати. Да, довольно-таки очень. И, в принципе, выглядит красиво. Да. Так ты начинай есть. Привет. Вот мы выезжаем из Могочи. Если торжественная надпись на въезде. Господи, сохрани. Нет, как-то она по-другому звучит. Господи, храни сие. Что-то там город, по-моему. Сейград. Не знаю, видно будет или нет. Господи, храни Сейград Могочи. Домой. Все, и мы выезжаем. Сколько-то тут, по-моему, 5 или 9 километров на федералку. Вот сейчас все красиво. Вот прям красиво. Надо было только вот здесь переночевать, чтобы распогодилось. Смотрите, какие сопочки вообще. Уже не такие, как в наших краях. Остренькие. Сегодня 29 мая. Мы продолжаем свое путешествие на юг. В славный город Евпатория, из Якутска. Мы проехали что-то около 1500, возможно, чуть поболее, двое суток в пути. Ночевали в городе Нерингри. Вчера мы заночевали в гостинице Ялта в городе Могоча. И выдвинулись дальше по трассе Читах-Хабаровск. Да, удачно. Да, кстати, обнаружилась такая новость, что 29 числа была закрыта приостановлена переправа через Вену в городе Якутске. Почему, с чем? Ну, говорят, что вроде как с паводковой обстановкой это связано. Сегодня, вот 2 дня была такая пасмурная погода, то дождь, то еще какая-нибудь беда, ветер. А вот сегодня впервые солнышко светит, все сразу становится таким красивым, приятным. Путешествовать одно удовольствие. Аюта или Таяо, по-моему, Таяо.
ГАУ называется. Короче, какое-то такое выговариваемое слово, труднопроизносимое, незапоминаемое. Но кормят там действительно вкусно. Это в городе Могочи, в торговом центре «Караван». Если кто будет, в принципе, можно там остановиться и покушать. Довольно-таки быстро приготовили, не ждали полчаса. Здесь вот немножко поменялось. Ну, деревья те же самые растут. В основном лиственница, листвяшка позеленела. Березки еще голенькие стоят, без листочков, но распускаются. Потому что в городе были, видели, заметили. О, едем, значит, нам до Читы осталось по одному навигатору 540 километров. По километражу, который на столбиках. Что-то на, по-моему, на 20 с лишним. 571 километр. Опять 571. Странно. Вот так вот все время происходит. А здесь что-то прям такое, трамплин такой построили, интересно. Кто не оттормозился на трамплине, все, на дороге прям. Да, много лесов, конечно, погорело. Что-то все следы от пожарища. Печально, было вообще все это. Хотя, может быть, так и должно быть. Потому что все-таки в большинстве случаев это, конечно, дело рук человека. Но природа тоже тайгу ждет, скажем так. Черный, я думаю, это скорее всего тень от облака. Движется медленно. Так. Там вдалеке гора, а шапка у нее снежная. Ну, тут, я так смотрю, бугры-то значительно в высоте выросли. Такой вот лес, снизу горелый, как обычно. Прямо обалдеть, вообще далеко видать. Признание в любви. Ой, что, не видно будет? Оля, не Коля, а Оля. Оля. Ну, мы продолжаем движение. Останавливались на станции, на заправочной станции, возле гостиничного комплекса, возле кафе. Маяк все это вместе называется. Так неплохо перекусили, взяли кофе с собой в дорогу. Двойные порции. В машине пахнет кофе. Вкусненько так. За бортом, в принципе, такая уже летняя погодка. Не жарко пока еще на солнце. Ну, уже спокойненько можно, как говорится, в футболочке Как не бегать. жарко на солнце? Жарко на солнце. Или жарко на солнце, да, меня поправляют. Так ты что говоришь, что не жарко на солнце? Ну, в принципе, не жарко же еще, ну, Жарко на солнце. градусов 20, наверное. Все равно печет. Ну, если на солнце пек, это стоять. А так вот, комфортно, короче говоря. Вот, двигаемся дальше. Сейчас мы хотим заехать, наконец-то, уже сколько раз проезжали это место, перевал имени Тена, это Юрий Тен. Кто он такой, говорить не буду. Кому интересно, вот посмотрит в интернете, наберет в гугле. Перевал такой довольно-таки затяжной. У него подъем только 22 или 26 километров, точно не помню, врать не буду. Но длинный. На пике, на самом, стоит часовня. Вот мы хотим ее посетить. Там немножко неудобно забираться. Пешочком мы туда не будем, мы попробуем туда на машине проехать. Хочется немножко добавить. Вот пока мы были в кафешке, мы развеселили местных жителей, да? Внесли толику разнообразия в их повседневную жизнь. Наш второй экипаж просто без этого не может. Как бы кого-нибудь над кем-нибудь не пошутить или еще что-нибудь. В общем, весело. Так, останавливаемся, разговариваем, балдеем, смеемся, шутим. Короче, вот сейчас у нас, в принципе, по кайфу путешествие. Не спеша, с чувством, с расстановкой. Почему не спеша? Потому что сегодня у нас только до Читы доехать есть возможность. А дальше до следующего населенного пункта мы, скорее всего, с хорошими гостиницами, мы не доедем, просто по темноте ехать не камильфо.
рассказать сначала, потом высунуть. Вот мы, короче говоря, свернули с дороги в обратную сторону и подъезжаем к этой часовне. Вот она вот такая. Пора читать сказку. Сначала надо увидеть. Вот такая вот тут картина маслом. Кстати, надо... Вот все-таки эти розовые кустики. Это не вдоль всей дороги. Такие вот цветочки, не пойми что. Что, вязочкой пошли вязать, да? Все влажные салфетки и маски. Это коронавирус, детка. А мама за тебя, мама за нас. Да. Влажные салфетки, ну да. 21 век. А вы не знаете, что это за фиолетовые цветы? Это багульник. А, это Багульник? да? А то мы едем вдоль дороги, смотрим и не знаем, что это такое. Вроде у нас тоже растет, а У фиолетовым нас не только цветет. ягель У растет. нас нет такого красивого. И олени. Ну вот это, я не знаю, прям ленточки георгиевские. Зачем? Кидала что? Цветочки, да, это одуванчики. А, вот тут все написано прям. Стендик есть. Соединяем пространство. Основатель. Компании труд. Ну, Ага. так что, да. Что, прикол? Главное отсюда не чебурахнуться. Ну, тут достаточно пологовым, так что. Ну, если там- ногами вниз скоплить будешь. А, вторая половина такая. Да. Тум-тум-тум. Вот, кстати, видишь дорогу, да? Смотри, вот я тоже. Тихо, аккуратней. Несешься. Держись вот за эту штуку. Здесь можно. Дорога! Видишь вот эту вот Ты видишь ее? Ой, правда видишь? дорогу? Вот раньше, вот я по ней ездил еще. Ну, А, вот здесь а внизу вот она тоже. кузова машин были. Да, они по обе стороны были. Я не могу вас есть. Можешь. Хочу сиськи. Видно? Да. Да. А может брать попугая? Ух ты! Красота! Красота. Да. А вот такой вот. Такая часовенка. Вот и сейчас прочитаем. Сия часовня Папа, посмотри. освящена в честь и память святителя Николая Марликийского, чудотворца, помощника и покровителя всех путешествующих. А, мы же путешественники. Воздвигнута на средства группы компании «Труд», участников строительства автомобильной дороги «Амур». Посвящена светлой памяти Юрия Михайловича Тена, основателя компании, депутата Госдумы России 3 созывов от города Иркутска. А сейчас будет вот такая штука. Внимание! Как звонить-то правильно? Ну там колокол висит. Лампадки ставят. Да. Красиво, ага. Вот свечки ставят. Иконки. Да, кстати, надо монетку, наверное, оставить какую-то. А у меня очень... А я сейчас за нас, за всех оставлю. Вот есть в кармане. Мы монетки оставим. Вот подъезжаем к Чернышевскому. 313,4. Чернышевск, 1 километр. В стороне его видно. Кстати, машина, да? Да. Ну вот тут есть заправка, гостиничный комплекс, стоянка, шиномонтаж. А, по-моему, есть еще автомойка там.
вообще не уверен. Вот там такие пейзажи за Чернышевском. С этой стороны какие-то земляные работы идут. Поля, пастбища. Сколько-то проехали, а местность вся та же. Коровки, какашки, одуванчики. Ой! Да. Ну вот это-то одуванчики. Где одуванчик? Вот. А, это одуванчик. Вот это куриная сука. Ну. Не помню, в детстве говорили, не жрите их. Я тоже это слышишь. Не жрите, а А мы у соседей куриц кормили, ждали, когда они ослепнут. Я тоже так делал. Кстати, эта хрень не работает, нас обманули. куриная слепота называется, потому Там! что курица Ждала подстава, да? Догоняй. О, туда. Я сейчас закрою и все, и будешь сидеть. Куда побежала? На дорогу даже не вздумай. Туда беги. Царь славы. А это что такое ISHS Ника? Люди тут